Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Сессия с вопросами. Я не озвучила в докладе, чтобы, наверное, не расстраивать вас. Что сегодня решили, что интересовало депутатов республики, узнал Дмитрий Аринин. Подсудимый Ильназ Галевеев отказался давать показания по делу о трагедии в 175-й гимназии. В связи с чем стороной государственного обвинения было заявлено ходатайство об оглашении его показаний, данных в ходе предварительного следствия. Подробнее из зала суда Вероника Гайнуддинова. Лед тронулся. Будет изучаться вот этот проект усиления, ремонта данного дома. Целесообразно его ремонтировать или нецелесообразно. Что ждет многоквартирный дом Вознакаева, который с первых дней был признан аварийным, узнавал Рамиль Шайдуллин. 4 детей в Казани заразились сальмонеллезом и попали в инфекционную больницу. Изначально зарегистрировано 7 случаев заболевания кишечной инфекцией. У 2 малышей возбудителей не обнаружено, анализы еще одного находятся в работе. Все они ходят в 262-й детский сад в Московском районе, детям от 3 до 6 лет. На месте побывали специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы сырья и готовых блюд, воды, смыв различных поверхностей и отправили на анализ. Также обследовали персонал пищеблока. У 10 сотрудников из 15 возбудителей не нашли. Анализы остальных еще проверяют. В помещениях уже провели дезинфекцию. За контактными детьми и сотрудниками наблюдают. Как сообщает мэрия Казани, сейчас здесь усилен контроль за приготовлением пищи. Продолжается санобработка. Город намерен взять под особое наблюдение этот детский сад. Новых случаев заболеваний на сегодня нет. По всем выявленным нарушениям в детском саду, это были текущие нарушения, это нарушение санитарно-дезинфекционного режима, это несоблюдение правил личной гигиены персоналом. Будут приняты меры в отношении как юридического лица, это детский сад, так и в отношении должностных лиц, которые допустили данные нарушения. Но еще раз повторюсь, мы ждем результаты лабораторных исследований, и в совокупности уже будут приняты меры административных воздействий. В Татарстане за год детских суицидов стало в 2 раза больше. И на этот шаг все чаще решаются совсем юные девочки и мальчики. В 2021 году расстались с жизнью 11 детей, в прошлом году 22. Такие тревожные данные привела уполномоченная по правам ребенка в республике на сессии Госсовета. Стало больше неблагополучных семей. Дети все дольше находятся в приютах. В чем причина такой статистики? О чем не хотела рассказывать Ирина Волынец. Какие вопросы у депутатов возникли к бизнес-омбудсмену, главному судебному приставу и что просят у Володина. О работе парламента Дмитрий Аринин. Первый час сессии почти полностью был посвящен итогам работы за год уполномоченного по правам ребенка в республике. Ирина Волынец подготовила 200-страничный доклад с различными диаграммами и рассказала депутатам об основных тенденциях. В минувшем году детскому омбудсмену поступило около 2000 обращений. Большая часть вопросов связана с разрешением семейных споров, кому воспитывать детей после развода. Также просят решить проблемы с образованием, жильем и социальным обеспечением. Решено положительно 49%. Остальные обращения остаются на контроле. В Татарстане на 16% стало больше неблагополучных семей с детьми-инвалидами, на 6% семей с детьми в социально опасном положении. К началу года на учете состояли 1300 семей, которые воспитывают 2700 детей. В каждой третьей пьют родители. Как сообщила Ирина Волынец, на треть выросло количество детей, которые находятся в социальных приютах больше 1 года. Детская тема вызвала много вопросов у депутатов. Сколько было обращений к вам за прошлый год, 22-й, касаемо буллинга? По итогам прошлого года именно по буллингу, по организованной травле обращений, слава богу, у нас в Татарстане не было. Поэтому школьные конфликты, да, все чаще с участием родителей. Это уже какие-то отношения между родителями и учителями, к сожалению. Иногда трудно разрешимые, но вот организованной травли нет. Еще одна проблемная тема – детский суицид. О ней в своем выступлении Ирина Волынец предпочла не говорить. Вопрос подняли сами депутаты. В прошлом году в сводках чаще фигурировали подростки, которые сводили счеты с жизнью. Вопрос суицидальная обстановка среди несовершеннолетних. Тенденции, статистика и куда мы идем? К сожалению, я не озвучила в докладе, чтобы, наверное, не расстраивать вас, но ровно на 100% выросло количество суицидов за прошлый год. Я веду свою статистику. Очень страшно, что снизился возрастной порог суицидентов. Сегодня уже дети в республике 2009 года рождения есть. Если в 2021 было 11 случаев суицида, то в прошлом уже 22, рост ровно в 2 раза.
Все чаще причиной становятся конфликты в семье, непонимание, чувство одиночества, покинутости, заброшенности в семьях, которые внешне выглядят вполне благополучными. Как отметили парламентарии, проблемам семей и детей нужно уделять больше внимания. Не мы разве с вами переживаем, когда получаем информацию о бесконечных разводах, вновь появившихся семей, детей, оставшихся без попечения, родителей. И мы эти вопросы поднимали на заседаниях комитета. Рустам Нургалиевич часто подключается к этим вопросам через строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, создание условий для рождения и воспитания детей. Но с повестки дня этот вопрос не снимается. Депутаты Госсовета сегодня направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. Наши парламентарии предлагают исключить возможность возложения на регионы обязанности покупать 14 дорогих лекарств для лечения редких орфанных заболеваний. Федеральным законом об охране здоровья граждан Российской Федерации к полномочиям Министерства здравоохранения Российской Федерации отнесена организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающими 14 высокозатратными нозологиями. Следовательно, эти полномочия должны были бы осуществляться за счет федерального бюджета в полном объеме. Я полагаю, я с Володиным встречусь. Актуальность этой проблемы имеет место не только для Татарстана, а для всех субъектов Российской Федерации. Итоги своей работы сегодня также представил уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Ему поступило более 3000 обращений. Это чуть меньше, чем годом ранее. Как он сообщил, в 70% случаев удалось восстановить нарушенные права предпринимателей. Депутаты спрашивали, как на малом бизнесе отразились санкции после начала СВО. Были вопросы, связанные с невозможностью исполнения муниципальных государственных контрактов, задержки поставки товаров, сложности провести платежи нашим контрагентам зарубежным. И то, что мы тоже не ожидали, быстрое прохождение таможенных процедур. Даже вроде бы нарушений нет прав предпринимателей, но нужно ускорить. Но вот уже к концу года часть вопросов, она уже, будем считать, свою остроту потеряла. Платежи в бюджеты всех уровней в минувшем году были в приоритете у судебных приставов Татарстана. Особое внимание уделяли долгам по зарплате и алиментам. Как доложил Анвар Закиров, дел стало больше. Их количество превысило 3 миллиона. Всего взыскали 16 миллиардов рублей. Со следующего года по новому федеральному закону приставы должны получить больше полномочий в контроле за коллекторскими и кредитными организациями. Если сейчас мы контролируем 13 организаций, то с учетом расширения этого перечня мы будем контролировать примерно порядка 50 организаций. Кроме этого, в законе с учетом нарушений форматов общения с должниками, участниками этого рынка, предусмотрено введение такого понятия, как интеллектуальный агент, который на основе искусственного интеллекта уже будет на уровне программного обеспечения урегулировано качество и количество форматов общения с должниками. И, соответственно, таким образом законодательно будет снята проблематика, когда должнику звонят более установленного законом количество раз в сутки, в неделю, в месяц и так далее. Новшество внедряют и в градостроительство республики. Появится единый документ, который объединит генеральный план и правила землепользования и застройки. Также должна заработать региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Верховном суде республики сегодня должны были приступить к допросу Ильназа Галевиева по делу о трагедии в 175-й гимназии. Судебный процесс начался еще в ноябре. За полгода допросили 600 человек. Это потерпевшие свидетели. Сегодня послушать показания Галевиева пришли родители погибших детей, отец подсудимого и пострадавшие. Из зала суда Вероника Гайнудинова. Ильназ Галевиев давать показания отказался. Их зачитало гособвинение. На сегодняшнем судебном заседании Галевиеву было предложено дать показания.
Однако в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний он отказался, в связи с чем стороной государственного обвинения было заявлено ходатайство об оглашении его показаний, данных в ходе предварительного следствия. По материалам дела Ильназ Галевеев готовиться к нападению начал в феврале 2021 года. Деньги на изготовление самодельной бомбы и приобретение оружия он заработал на перепродаже компьютерных игр в интернете. Ружье приобрел в магазине в Йошкар-Оле и хранил у себя в квартире. Жил он один, и родители и брат от него съехали в марте 2021 года. Галевеев рассказал, что специально шумел и громко слушал музыку. Зачитали также протоколы допроса о том, как вел подготовку к нападению, как изготавливал самодельную бомбу. Галевеев готовил нападение на гимназию 6 мая, но в этот день не учились из-за праздничных выходных. В день трагедии Галевеев утром побывал в гимназии, чтобы узнать, во сколько начинаются уроки. Повторно пришел сюда во время второго урока и начал стрельбу. Выбрал 175-ю гимназию, потому что она находилась рядом с его домом. Себя он описал как замкнутого, одинокого человека. Процесс по уголовному делу продолжается. Вероника Гайнудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Аномально теплая погода ждет татарстанцев на выходных. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. По-настоящему весенней погода будет всю неделю. Завтра до плюс 14. По словам синоптиков, в ближайшее время предпосылок к похолоданию нет. Татарстан попал под влияние активных атлантических циклонов. Также метеорологи предупреждают о небольших дождях, которые пройдут в эти выходные. В Азнакаево решается судьба соципотечного дома, который с самого первого дня находился в аварийном состоянии. Вопросом занимается республиканская комиссия. В декабре мы рассказывали, как владельцы квартир шестиэтажки на улице Радужная вынуждены мириться с трещинами в стенах и плесенью. А с недавних пор появились и трещины в полу. Люди, а половина из них получили квартиру по программе социальной ипотеки, боятся, что дом может рухнуть в любую минуту. А районные власти уже думают о временном расселении. Рамиль Шайдуллин с подробностями. 9 декабря обнаружилась дома вот такая просадка. Так скажем, мне сказали, что это пол просел, но это не похоже, что пол просел. Вот это трещина, более метра. Такую картину не ожидал увидеть даже Рустем Каримов, хотя уже со дня заселения привык к аварийному состоянию своей квартиры. Плесень на стенах, трещины. Это было еще в 2016-м, когда вместе с супругой они переехали в новое жилье. Но когда под ногами начал буквально продавливаться пол, вновь вызвал специалистов. Специалисты приходили, обследовали не один раз. Были комиссии со стороны исполкома, управляющей компании приходили, все записывали, делали акты, все это говорили, что мы все это будем устранять. Но ничего не устранили, все таки осталось. Историю этого дома мы рассказывали еще в декабре. Он был построен в 2010 году. Основным дольщиком выступил Госжилфонд Республики. Застройщиком компания КСТ-2000. С первого дня в доме были обнаружены трещины, стены были сырыми, а затем начали и деформироваться несущие конструкции. Судебный экспертный центр Следкома России признал дом аварийным. Арбитражный суд обязал застройщика устранить нарушения. Но компанию признали банкротом, и она не смогла провести противоаварийные работы. Тогда средства выделила республика. Укрепительные работы начались по усилению, согласно проекта. В подвальной части 6 штук таких подпорок установили в соответствии с проектом. Восстановительные работы начались. В подвале поменяли деревянные подпорки на металлические, но и это не выход. Нужно как минимум укрепить весь дом. И этот вопрос уже обсудили на республиканском уровне. В начале недели прошло совещание на правительственном уровне с участием всех заинтересованных ведомств, где были даны поручения. Уже вчера приезжала подрядная специализированная организация, которая полностью осмотрели этот дом. Поэтому сейчас будет изучаться вот этот проект усиления, ремонта данного дома. Целесообразно его ремонтировать или нецелесообразно. Сейчас повторно проводится экспертиза дома и геологические работы. И только после их согласования, примерно через 1,5 недели, строители смогут приступить к делу. Если же работы по укреплению дома начнутся, то всем 144 семьям придется временно покинуть свои квартиры. Благо, есть куда. Местные власти уже подготовили необходимую жилплощадь. Конечно же, это самое главное – расселение граждан, которые проживают в данном доме. Мы тоже здесь обсудили несколько вариантов и с нефтяниками тоже встретились.
У нас есть и свободные квартиры, есть у нас пионерлагерь, есть общежитие нашего техникума, поэтому здесь тоже насчет расселения никаких вопросов не будет. В дальнейшем предстоит ремонт и фасада, и крыши, которая с первых дней стала краеугольным камнем дома. Она плоская, и жители считают, что из-за таких особенностей конструкции, а также из-за некачественных материалов в доме и появились и трещины, и плесень. Воде просто было некуда уходить, и она впитывалась в стены, разрушая их все больше и больше. Рамиль Шайдуллин, Роман Фенин, ТНВ, Азнакаево. В России зарегистрировано 4 случая сибирской язвы у людей. Все они выявлены в соседней Чувашии. Один из заболевших успел уехать в Подмосковье, где и был госпитализирован. Неделю назад в селе Старый Акташ забили бычка. Все, кто контактировал с мясом, почувствовали недомогание. Сейчас в деревне объявлен карантин. Следком возбудил уголовное дело. Все заболевшие сейчас в больнице. Сегодня в Казани ветеринары рассказали, чем опасна сибирская язва и может ли она попасть на территорию Татарстана. В 95% случаев люди заболевают кожной формой, появляются язвы на коже и начинается лихорадка. Смертность составляет 20%. При кишечной форме диарея и рвота. 100% летальный исход при легочной инфекции. Симптомы похожи на коронавирусные: боли в груди, одышка, пневмония. Болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться ей можно только при контакте с больным животным и при употреблении мяса, не прошедшего термическую обработку. В Татарстане весь скот вакцинируется от сибирской язвы. На въездах в республику дежурят ветеринарные службы. Они отслеживают все ввозимое мясо и шкуры животных. Мы сразу отреагировали. Может быть, Аллах согласен, может, скот наш. Нет, скот оказался еще теленком бычка. Хозяин взял, вырастил, забил. Весь восприимчивый скот мы против сибирской язвы вакцинируем 2 раза в год. Реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Почему в Татарстане мельчают предприниматели и кто они, обанкротившиеся и начавшие дело с чистого листа? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане создают коммерческий транспорт, эффективный на общественных маршрутах. Наряду с другими автопроизводствами это еще один шаг к достижению технологического суверенитета страны, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он говорил в ходе своего отчета перед Госдумой. Как он отметил, экономика уже вернулась на траекторию роста. С господдержкой санкционное давление удалось преодолеть как системообразующим предприятиям, так и предпринимателям. Целый комплекс мер направлен на поддержку участников СВО и их родных. Важным в прошлом году было обеспечение продовольственной безопасности. Из рекордного урожая в 157 миллионов тонн зерна больше 5 миллионов приходится на Татарстан. В целом России удалось сохранить промышленность и запустить производство новой продукции. На территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане приступили к созданию легких коммерческих транспортных средств. Они смогут эффективно использоваться на общественных маршрутах. Нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. Это несмотря на возникшие из-за санкций ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний. Как поделились депутаты Госдумы, отчет премьера получился как никогда масштабным – 4,5 часа, и охватил основные вопросы, волнующие каждого жителя страны. Это полное понимание правительства, что делать с теми отраслями, которые пережили главный санкционный удар. Например, для нашего Татарстана очень важна тема гражданской авиации. И премьер указал на то, что в ближайшее время уровень локализации, то есть переход на полностью отечественные комплектующие, отечественные двигатели, будет приближаться к 90%, что будет решать вопрос независимости от поставок из недружественных стран из-за рубежа. Задача теперь заключается в том, чтобы добиться, несмотря на оставшиеся и продолжающиеся санкции, роста в тех отраслях, которые могут стать новыми драйверами российской экономики. Это и переработка, это и производство новых товаров, это импортозамещение, это IT-технологии, это, конечно же, и большие заказы со стороны государства на производство судов, производство самолетов.
И в своем выступлении представитель правительства отметил, что сила России в ее регионах. И Татарстан, как один из ведущих регионов страны, обеспечивает его развитие, в том числе обороноспособности, создание условий выпуска импортозамещающей продукции. Михаил Владимирович сегодня анонсировал производство легких транспортных средств в особенной экономической зоне Алабуга, Республика Татарстан. Конечно же, у Республики Татарстан большой опыт в машиностроении. Мы производим и КАМАЗы, и вертолеты, и самолеты. И я уверен, что те транспортные средства, которые выйдут на рынок, они будут востребованы, будут полезны для нашего населения. И не только в республике, но и по всей Российской Федерации. Хотелось бы дать положительную оценку и руководству нашей республики. В Татарстане сегодня, вы посмотрите, невзирая ни на что, сохранили промышленность. Невзирая ни на что, развивается сельское хозяйство. Да? Сегодня значительное количество отремонтированных школ. Обеспечить бесперебойную работу всех предприятий республики, оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу, сохранять инвестиционную привлекательность. Главные задачи социально-экономического развития Татарстана озвучили сегодня в Министерстве экономики. Здесь прошло первое в этом году заседание оперштаба. Создана дорожная карта развития республики на 2023. По ней все предприятия должны быть обеспечены сырьем, развивать новые рынки сбыта продукции и выстраивать эффективную логистику. При этом пользоваться господдержкой. Еще одна задача, которую поставил Раис республики – валовой региональный продукт должен достичь 4 триллионов рублей. Министр Мидхат Шигиахметов призвал районы активно подключаться к работе. Им предстоит увеличить индекс промпроизводства. Так, пока в аутсайдерах Верхний Услон, Тюличи, Алькеевский, Азнакаевский, Тетюшский и другие районы. И мы прекрасно знаем, где мы с вами не зарабатываем. Необходимо сопровождать курируемые предприятия на всех этапах получения поддержки, начиная от консультирования, необходимых для предоставления документов, составе заявки, сопровождения непосредственно в процессе направления ими документов, а также в решении любых возникающих вопросов, в том числе в случае отказа предоставления поддержки. 500 продуктовых наборов нуждающимся и помощь в лечении и реабилитации детям и взрослым. В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамазан. Месяц добрых дел». Сегодня в фонде «Закят» прошла первая встреча с теми, кому адресована помощь. Сбор средств уже открыт, помочь может любой желающий. У 11-летней Ильзиры Кабировой спинальная мышечная атрофия. Ей требуется курс массажа. 7-летней Майе Насыбулиной нужно дорогостоящее обследование. 6-летний Андрей Герасимов также нуждается в поддержке. Истории этих и других детей вы найдете на сайте Духовного управления мусульман республики. Реквизиты указаны на экране. В прошлом году фонд в месяц Рамазан собрал почти 1,5 миллиона рублей. Нуждающиеся семьи сегодня получили несколько десятков продуктовых наборов. Ифтары для малоимущих будут проводиться в разных районах республики. Очень приятно, что такое внимание дается нашим детям и особенно семьям, потому что это большая помощь. В наше время тем более. Фонд нас никогда не забывает, не оставляет, мимо не проходит. Постоянно мы приезжаем на занятия, развивающие занятия. Также Закят проводит занятия не только для детей, а также для нас, для родителей. Именно в этот месяц Всевышний дарует нам совместно с нашими благотворителями возможность оказания как можно больше помощи нуждающимся людям. Помимо круглогодичного сбора заката и садака, наш фонд занимается сбором фидья и фитр. Это два вида пожертвований, которые даются именно в месяц Рамазан. Сегодня у мусульман был первый день поста, который продлится до 20 апреля. Каждый день после заката солнца верующие будут собираться на вечера разговения. Ифтары, как правило, проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани прихожан ждет 41 мусульманский храм. Первый ифтар состоялся в одном из национальных ресторанных комплексов города. Его посвятили памяти погибших в результате землетрясений в Турции. Мы вступили в 9-й месяц мусульманского календаря, месяц Рамазан. Сегодня первый день поста. Традиционно в Казани ифтар проводят масштабно. На этот раз его посвятили памяти погибших при землетрясении в Турции.
Вечер разговения начался с молитвы. Здесь собрались более 200 верующих. В зале генеральные консулы Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана. Приглашены и представители православного духовенства. Первый ифтар в первый день Рамазана организован при содействии Генконсульства Турции в Казани. Нас всех сильно потрясла трагедия в Турции. Погибли более 50 тысяч человек. На помощь к нам пришли практически все мусульмане мира. Они поддерживали и поддерживают нас гуманитарными грузами, волонтерами. Сегодня мы собрались здесь сказать спасибо за эти благие поступки. Рамазан – это вообще школа, это огромная медресе. Она нас учит ценить глоток воды, кусочек хлеба. Она учит хорошо относиться к тем, кто нуждается в течение всего года. Большинство гостей – предприниматели, которые активно занимаются благотворительностью. У нас всегда много гостей. Вообще в Туган-Ало мы проводим ежедневные ифтары. У нас есть шатер Рамадана, и мы там каждый день на 300 человек делаем ифтар. Я думаю, что вот такой ифтар, что все вместе, это очень хорошо организовано. Вы обратите внимание, сколько здесь молодежи. Это очень важно. Такие вечера разговения в национальном комплексе будут проводить в течение всего месяца Рамазан. Здесь пройдет и фэшн-ифтар для женщин-мусульманок. В Казань-Экспо состоится республиканский ифтар, рассчитанный на 11 тысяч верующих. Предварительно он назначен на 15 апреля. Точную дату позже сообщат Духовным управлением мусульман. А уже 21 апреля в честь окончания поста мусульмане встретят Ураза-Байрам. Сирина Сахапова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этом наш выпуск завершен. О погоде на завтра расскажет моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Дум РТ Хадж. Важное событие в вашей жизни стало еще ближе. Комфортные условия поездок и проживания, выгодные цены, опытные руководители, медицинское сопровождение и незабываемый хадж ради довольства Всевышнего. Телефон в Казани 8 800 555 92 10. Дум РТ Хадж. Здравствуйте! Теплый атмосферный фронт будет управлять погодными условиями в нашей республике в ближайшие сутки. Подробности совсем скоро. Компания «Данил Мастер» продолжает дарить подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца марта. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево предстоящей ночью будет облачно и без осадков. Температура около 2 тепла, днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов со знаком плюс. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге также облачно. Температура воздуха ночью около 3 градусов выше 0, днем прогреется до плюс 13. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночное время осадки не ожидаются. И довольно тепло, около 3 градусов выше 0. Днем значительно выше, до плюс 12. В Арске, Кукмаре, Балтаси ночью ожидается 4 градуса тепла. В дневные часы воздух прогреется до 9 градусов, а также ожидаются осадки в виде дождя. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске в ночные часы около 4 градусов тепла, днем пасмурно и дождливо. Температура от 9 до 13 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше без осадков. В ночные часы до 5 тепла, днем до плюс 13. В субботу будут наблюдаться дожди, а температурный фон сохранится повышенным. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
В Казани ночью облачная погода с прояснениями, без осадков, и температура воздуха повысится до +6. Днем пройдут дожди, местами сильные, и потепление до 11 градусов выше нуля. Ветер северо-западного направления, атмосферное давление понизится. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. Таковы новости о погоде. С вами была Диана Азгар. Я желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч!